Военное руководство царской России не могло простить Шойгу Центаруевскому его блестящую операцию по разгрому Моздока и освобождению пленных и заложников весной 1841 года. Не имея никаких положительных результатов в военном противостоянии, оно пошло по давно им протаренному пути. В августе 1841 года в город Кизляр были доставлены захваченные мирные жители горного аула Центарой. Они были захвачены в заложники, когда они возвращались к себе домой после свадьбы родственников жены Шойпа из аула Кашкельды. Мужчин доставили в военное укрепление Герзель, а женщин, от малолетних девочек до старушек, увезли в город Кизляр. На совете у Тайпа Центарой было принято решение освободить женщин и детей, чего бы это ни стоило. Проведение операции было возложено на Шойпа Центароевского. Мудир имама Шойп обратился к Шамилю в его ставке в Дарго с просьбой дать ему на операцию по освобождению женщин и детей 2 пушки, имевшие на вооружении в имамате. Имам не дал ему пушки. Более того, он его отговаривал от этой операции, так как могли понести большие потери. Было принято решение без артиллерии брать военное укрепление, не штурмом, а внезапностью. Основная нагрузка ложилась на мужчин из Тайпа Центарой, которые тогда еще жили в аулах рядом с Кизляром. Их подготовку и сбор в ауле Ойскара на выдвижение в Кизляр принял на себя Виту Муда из Ойскара. Также на освобождение женщин и детей из плена собрались и многие другие представители разных тайпов, в числе которых Беной Рамзи Ада, Чинхой Гюзи Эза Эздофта Мартана, Гендаргены Умари Умха, двоюродный брат Наиба Исы из Урус Мартана, Чинти из Белгатоя, Шона Яздамир из Цеоцин Эвла, Нашхой Сайдши из Гехи Михлы Иби Мунгаш из Шами Юта и другие. Кумыки из таркинского рода Шамхалов, родственники Ташав Хаджи по матери, сыграли важную роль в подготовке и проведении этой операции. В результате внезапного нападения на рассвете при активной поддержке кумыков в самом городе отряд Шойпа захватил Кизляр, уничтожил военное укрепление и освободил заложников. Молниеносно была проведена операция по взятию военного укрепления. В результате этой акции были захвачено много трофеев, в том числе 6 пушек, которые в 1845 году в бою при Дарго успешно использовались. Также были взяты в плен 72 солдата и офицера. После успешной операции Шойб со своим отрядом направился в Чечню. Перерезать им путь попытался генерал-майор Альшевский со своим отрядом численностью до 15 тысяч солдат и офицеров. Первым в схватку с подразделениями генерала Альшевского вступил Наиб Аздамир и его отряд в 500 всадников, обеспечивший безопасный отход чеченцев. Но подоспел основной отряд Шойпа из 700 человек, и они вместе дали бой. Завязалась жестокая схватка, стороны несли большие потери, но перелома долго не было. И в это время с фланга по врагу ударил племянник Шойп Малый, Наиб Чинхой Гюзи Эза, с 300 всадников. Подразделения Альшевского не выдержали натиска чеченцев и стали отступать, неся большие потери. Так был пробит коридор в сторону Чечни, обеспечивший выход чеченцев из окружения. Вырвавшиеся из кольца горцы вернулись домой. С момента взятия Кизляра армия Шойпа, состоящая из отрядов пехоты и конницы, усилилась и артиллерией. Возвратившись в Центарой, Шойп установил пушки на высоте Кхёта-Шекор и начал палить из орудий по окраинам ставки имама Шамиля. В Дарго поднялась паника. Об этом доложили имаму, дескать, русские прорвались на высоту близ Центароя. Зная нрав Шойпа, имам моментально сообразил, в чем дело, и успокоил своих соратников. Он сказал: не волнуйтесь, все в порядке. Это Шойп говорит мне, что ему больше мои пушки не нужны. Впоследствии Шойп все 6 пушек отдал на вооружение имамата.